первого взгляда эти работы воспринимаются как привычный предмет нож. Но при более внимательном взгляде становится понятно. Каждый клинок здесь – это не предмет быта, а литературный образ. В творчестве Жикжита Баясхаланова клинок уже не инструмент, а авторская композиция, где форма и дизайн работают как единое художественное высказывание. У меня преобладает стальной цвет, цвет серебра, полированной стали, холодного мрамора. Показываю как раз наши бурятские традиционные мотивы, где есть и преемственность поколений от отца к сыну. И, конечно же, коллекция анималистики. Все-таки животные – это, так как мы кочевники, восхищаемся всеми животными. И у меня целая коллекция равновесия, где я показываю характер, наверное, и харизму разных животных. Совсем иначе с материалом работает якутский мастер Роман Петров. В его подходе важны не только форма, но и сам материал. Северный характер, опыт охотника и костореза, глубокая связь с природными материалами отражены в его работах. В моих работах, особенно в кости, я использую в основном корочку, фактуру этой самой кости. Вот, допустим, рог, он сам по себе очень красив. Природа создала такой материал, который просто нужно использовать эту красоту, использовать эти линии и каким-то образом воплотить в это свои изделия. В некоторых работах я использовал такие редкие материалы. Это лава из Исландии и обсидиан, это вулканическое стекло. Выставка дает зрителю возможность стать свидетелем диалога двух культур – якутской и бурятской. Несмотря на то, что они используют два разных подхода к искусству оружия, схожесть все же есть. Как оказалось, здесь очень много параллелей, много схожего. Но в первую очередь это такой вот мужской, наверное, дух клинка. И оба мастера утилитарный предмет показывают как искусство. Выставка ДНК клинка откроется 17 апреля и будет работать до 14 июня в Национальном художественном музее Якутии. Это возможность увидеть, как один и тот же предмет в руках разных мастеров превращается в совершенно разные истории. Таяна Федорова, Артем Наговицын, Якутск.